Всем привет, ребята. Ну, наверное, сразу начнем видео с поздравлений, ребятки. 9 мая, День Победы. Обычно в это время, ребята, я как раз на острове, на Весновке. Мы обычно отмечаем 9 мая, берем с собой радио, слушаем парад. В общем, всемирный праздник. Друзья, с Днем Победы. Здоровья, мирного неба над головой. Чтобы все было хорошо. Добрался, ребята, до одной из своих любимых мест. Вода, ребят, хорошо начала падать. И уже немножко, ребятки, открываются пляжечки. Шикарные места. Вот именно на Донке, по Налиму. В общем, потихоньку, друзья, водичка падает, и это хорошо. Время 3 час, долетел с ветерком. Блин, конечно, не нарадуюсь, друзья, лодки. Вообще, жесткий корпус, конечно, это жесткий корпус, друзья. Летит, страшное дело. Прям вообще, балдею просто. Полгазика идешь, не спеша, любуешься. 30-ку свою топчешь, красота. Вода, ребята, падает очень здорово. И я так понимаю, буквально здесь на днях еще была вода, потому что, видите, друзья, пляж еще такой, он сыроватый весь. Только-только вот вода начала падать. А падает она очень хорошо. Есть пупочек. Здесь яма по Налиму. Налим здесь есть. Я знаю 100%. Он здесь живет. Соответственно, можно порыбачить. Погода шикарная. 15 тепла, друзья. Ночью плюс 8. Великолепная погода. Просто. Столько приглашений сегодня было. Давайте там шашлычки сделаем туда-сюда. Я говорю, не-не-не, ребятки, давайте без меня, я в лес. Потому что, блин, ну круто, тепло. Возможно, начинает уже клевать белая рыба, ребятки. Здесь, что ни на есть, частенько попадается ясь. Правда, берег затоплен еще, не особо много мест. Где-то в кустах, возможно, можно будет попробовать. Вот именно там выход с ямы. Ну а здесь, ребята, здесь сам Налим. Здесь вся рыбалка, в принципе, вот здесь. Донок не особо много получится поставить, но все же. В принципе, отсюда можно начинать. Видите, друзья, он еще сырой. Только-только вот начала падать вода. Прям такая еще. Может засосать даже, наверное. Скорее всего. Да, вот. Еще прям здесь сыровато. В общем, круто. С дровами беда. Дров здесь нету. Такой палисадник, там поле. Соответственно, ничего такого толкового здесь нету. Примыло какую-то древину. Надо будет ее убрать, чтобы она не мешала. Потому что донки буду часто, друзья, ставить. Именно вот здесь, в этом месте. Ну а там как получится. Опять же, может, где-то повырубаюсь. Где-то там пятачки себе найду. Ну а здесь, в принципе, это уберем. В принципе, и на дрова пойдет. Короче, нормально, ребят. Давайте начнем потихоньку. Приготовимся. В принципе, с вечера, может, язык поклюет. Хотя рановато еще, скорее всего. Но, опять же, обычно я говорю, ребят, ночуем на острове, еще куча снега. А здесь вот, пожалуйста, лето наступает. Огонь. В принципе, друзья, минимальный набор. С одной ночевкой, выход по Налиму. Здесь спальник, коврик, подушечка. Маленькая палатка моя в одного. Небольшая кухонка, пила. Естественно, люблю большие костры. Кухня, продукты. Здесь и тарелки сразу, все. И здесь такой набор. Здесь донки, черви, всякое разное. Шлепки, газ. И надо, друзья, побрызгаться. Как раз есть антиклещ. Кстати, спрашивают, Андрюха, как с клещами? Да, друзья, клещи у нас есть. И они, заразы, повылазили. Кстати, вот штаны у меня, видите, здесь такие обманники. Это вот именно специально для клеща. Когда клещ ползет, вот он забивается в такие вот полоски. Немножко побрызгаемся. Такие вещи
Так, на всякий случай. Я, конечно, привитый, но все же, ребят, неприятно будет. Тем более весной они сейчас самые такие опасные. Летом поспокойнее будет. Так что береженого Бог бережет. Много, конечно, ребят, рыбалок было вот в этом месте и зимой, и летом. Место такое прям знаменитое у меня. Много трофеев здесь поймано. Место хорошее. Весной место это тоже работает. Но вот обычно, когда большая вода, вот этот пупок затопленный, и через кусты здесь не порыбачить. Все заросшее вот таким ивником. Да, вот только начинают, видите, ребят, места появляться. Соответственно, как-то вот будем проползать, смотреть, что-то обрубать будем. Ну, короче, разберемся. Круто. Ну и надо дровишек посмотреть, что-то будет. Возможно, может, какую-то сухую пильнем. Особо такого ничего нету. Обычно там моют на углу. Сейчас посмотрим. Ну а так с дровами беда. Была в этом году здесь вода, но ничего особого, ничего интересного не примыло. Вот, березовая чуть-чуть. Ну, короче, бывает, сюда сушину намывает, и, блин, потом пилишь ее. На все рыбалки хватает. В этом году никаких сюрпризов особых нету. Ну так, чисто по мелочи, всякое разное. Здесь когда-то намывало корни, такие здоровые деревья. Мы здесь их пилили, только вот корешки, ребята, остались. Только остались корешки. В принципе, если распалить, конечно, будет шикарно гореть. Ну, блин, ты его хрен отнесешь. Столько шиповника, офигеть, осталось. Да, с дровами беда. Расчистил, ребята, место. Не полностью. Там намыло ее, во-первых. Думал, корень отпилю целиком. Вся еще грязная. Короче, ни два, ни полтора думал на дрова. Сырая. Попилить не попилишь, вся в песке. Цепочку только поменял. Короче, ну не знаю. Пускай вон так или сохнут. Кто-нибудь спалит, или ночью сам сожгу. В принципе, когда костер горит, там кидаешь потихоньку, она сохнет и тлеет, и горит потихонечку. Да и в целом, кстати, мои дрова, ребята, это еще с осени, закрытие сезона. Остатки, они таки прозимовали. В принципе, маленькая палатка. Горелка есть, если что, согреть чай, перекусить.
Костер нужен таково, как классика, романтика. Веселее с костром. Ну и так дым немножко от животных. А так, по сути-то, костер сейчас и не нужен. Экипировка хорошая, спальники, сапоги. Раньше же, ребят, ничего такого не было. Костер всегда нужен был, согревались, потому что одевали там какие-то вот такие большие бушлаты там дедовские, которые в них двигаться невозможно, жарко, а сидишь в них холодно. Сапоги вот эти черные бродни, помните, ребята? До сих пор, наверное, у кого-то такие есть. Я помню, сюда еще вот так, они мне здесь натирали, бля. Как вспомнишь, какие-то под кострами там ночевали, как пленки, там шалаши, было дело. А сейчас вещи хорошие, в принципе. Вот это вот даже кофта, вот эта, да, друзья, она вроде вот такая тоненькая, а в ней, блин, не холодно, не продувает, потому что это не простая какая-то вязаная кофта, это флисовая, дорогая кофта. Ладно, давайте начнем, наверное, заброску, потому что... А вдруг и есть зёк? Надо проверять. Наживочка у меня есть. Веточки нарубил. Я потом, в принципе, друзья, я веточки собираю и куда-нибудь отдельно ложу. И у меня на каждой точке уже, в принципе, готовы. Вы не подумайте, что постоянно я там рублю. Но это ивник, друзья, который вот заполоняет все места. От него вообще надо избавляться, по сути. По-хорошему вот так по своим местам приехать, взять триммер дисковый, похерачить все это, ну, места себе готовить. Ну а так зарастает все. Раньше сплав был, так не было вот этого всего. Сейчас все зарастает. Так, не знаю, сколько, друзья, поставлю, сколько влезет. Будем посмотреть. Не знаю, может, куда-то за дровами сгоняю. 5 час, друзья, надо ставить, вечереет. Может, язёк походит. Все, готово. 15 метров попробую. Сейчас посмотрим, что как крутить будет здесь. Ой, хорошо, ребята. Ой, хорошо. Не знаю. Метров 7, наверное. Хорошо. Ну что, друзья, все, 7 штучек получилось, как с куста. В общем, на яме прям почистил. Здесь донка стоит хорошо, даже обратка крутит, короче. Не знаю, как по траве. Вода все-таки падает, возможно, более-менее будет. Ушел немножко в кусты, там мелко явно, ну и там слишком сильная тяга, да и прям в упор кустами неудобно. Короче, там у меня получилось 2 доночки в кустах, и как бы вот здесь вот так прям рядышком поставил. Разная дистанция, 10, 12, 15. Ну, как будто бы нормально. Вот на яму будем и ориентир делать, так как та зеленка, как я ее называю, она затоплена, ребят. В кустах там не очень удобно, и прорубать там, ходить там потом не есть хорошо. Короче, 7 донок, друзья. Не знаю, посмотрим. Ямка должна стрельнуть, мне кажется.
Мне кажется, должна. Вообще огонь. Ну все, друзья, 3 минуты и готово. Блин, кайфую от этой палатки. Мы даже и вдвоем спали в ней. Такая маленькая палаточка. Она места много не занимает, легкая. А вот кемарнуть самое то. Летом, в принципе, можно вот этот тент второй не накрывать. Его продувает хорошо. Ну а так в целом попадал даже в ливень. И вот этот тент выдерживал спокойно. Палатка не намочилась. Все хорошо. Вот такая маленькая. Такая, я вот беру ее. Класс. И сплю в ней, блин, вообще четко. Ничего лишнего. Как раз спальник, коврик. Огонь. Ну все. В принципе, мои дела сделаны. Можно перекусить. И пройтись по доночкам. Посмотрю просто, трава идет, не идет, интересно, вода падает. Как тут у нас, что получается. Как по яме крутит. Ну и ветер, наверное, успокоится ближе к вечеру. Ближе к 9, наверное. Что тут у нас? Блин, вот эта донка, ребята, вообще четко стоит. Блин, метров 7. Где-то вот так получается. О, вот это мне не нравится. Короче, какая-то там
хрень снизу. Кусты, что ли. Зацеп. Вот о чем я и говорил. Начал выматывать. Куда-то, короче, стало. Как раз там под самый... Ну, там крутит под самый обрыв. Да, все, оторвал. Оторвал. Причем и с грузами, походу, и со всеми делами. Да. Оторвал. Ну вот. Вот вам Донка нравится. Что-то надо будет думать. Вот. Надо вот ставить сразу, друзья, потому что, вот представляете, перед рыбалкой ставишь, и тут одно, второе, третье. Пока ты тут все наладишь, пока ты место найдешь, блин, хреново. В общем, ребята, перенес вот эту Донку вот прям туда, по обрыву прошел нормально. Вот она здесь стояла, вот туда сейчас выставил. 6 вечера. Что-то, друзья, такая идея возникла у меня. Прошлую рыбалку, когда рыбачил, оставил садок. Так получилось. Высыпал рыбу, пофоткался, как обычно, потому что веду соцсети. Выкладываем также фотографии, ребята, ВКонтакте, в группе ВКонтакте. Кстати, многие постоянно кидают сообщения, какую-то трофеи. Ребят, вот группа как раз для этого я создал, чтобы постоянно делились со своими трофеями, обсуждали. Ссылки есть все в описании, заходите. И высыпал рыбу, и садок, видать, оставил там. Но у меня опять же там оставались дрова. Там 3-4 чурбана. На ночь, в принципе, хватит. Подымусь-ка я, что, время есть. Тем более, сейчас на ракете этой можно двигаться. Прям 5 километров в одну сторону сейчас подняться придется. Ну ничего, там 15 минут я на месте. Короче, сгоняю я, ребятки. Не поленюсь, заодно садок заберу. Мало ли, кто-нибудь приедет и заберет потом. Жалко садок. Короче, погнал, я сгоняю. Думал подранок. Думал, сегодня шурпа будет. Фига сидят до последнего. Ну, другое дело, ребята. 3 чурбана, но, блин, хватит на всю ночь. А то, блин, ветки, как пацан. Прошли те годы, ребята. Сейчас конкретно пила, топор, мощный костер. Я же не выживальщик какой-то, правильно? Я же рыбак, ребята, который надо с костерком, тем более налим, это классика жанра. Тут просто бывает охота костер попалить после зимы, посидеть возле костра. Сейчас, правда, были на острове такие, пару кубов точно спалили. Костер у нас был просто мощный, все 4 дня. Подъезжали мужички, а у них тут кордон у Васьки живут, охотятся, рыбачат. Вот они тут заезжают прям на всю охоту. Чисто. Только люди приезжают, один, второй, третий. Продукты привезли, один уехал, третий заехал. Короче, так и балдеют. Заехали, с праздником поздравили, по 5 капель выпили. Так, друзья, ну что, начинаем, наверное, потихонечку.
перезабросы. Скоро начнется. Но если будет. Вода, конечно, упала, офигеть, блин. Что, друзья, потихоньку начнем. Перезабросы. О, мужики стреляют. Тут видите, какой провис. Обратная тяга. И провис идет. Ну, в принципе, пойдет. Чисто поводки, блин, крутит. Туда-сюда обратка идет. О. 9 мая, блин. Канонада. Все, ребят, начинаю насаживаться плотничком. Опа! Есть уже, ребята, первенький-то. Первый есть уже, ребята. Блин, эту донку я подальше забросил. Перемотал ее. Короче, уже выходили. Злодеи, значит. Не крупный, но есть. Что-то сначала 10 метров ее кинул. Потом что-то думаю, маловато. Здесь 250 груз у меня стоит. Думаю, надо подальше. Все равно держать будет. 250. Блин, хорошо. Хорошо заел. Такой, грамм 500-600. Шнурочек. Стандарт. Пока такие у нас. Опа. Ну вот, ребятки. Первый. Еще не знаю, когда я брал. Красивый, песчаный. Потому что уезжал, может, и клювал, а потом мужики приехали. Блин, садка нету. Придется в пакет, ребят. С почином. Есть, красавица. Чего страшного. На улице не так уж тепло. Есть. Ну вот, как-то так. Первый небольшой. Уже есть. Уже класс. Ну все, дровишки есть. Сейчас вот реально уже все спокойно. Ночуй, кайфуй. Мужики, говорит, приезжай к нам на кордон. Че, говорит, будешь один сидеть? Я говорю, в смысле сидеть, ребята? Это рыбалка на Лим. Она и так, она ночью происходит же. Просто многие даже не знают, не понимают. Сейчас самый пик. Начинаем. Травы не особо много, друзья. Там, конечно, тянет, да, те вот по мелководью растаскивает их. Ну там вот на мелях может езёк хапнуть с утра. Обычно с утра вот он любит выходить. Расцветает и ясь начинает.
Ну, у нас только тепло начинается, чтобы вы понимали, вчера еще снег был, ребята. Вот он растаял. Так что вода еще не особо прогретая, конечно. Потом градусов 10 водички и уже начинает езек. Вода падает классно. Ну все, ребят, давайте за рыбалочку будем. Настроение великолепное. О, шурудит. Грамм 600 такой, 500. 600-500. Да, хапануть бы на килограмма 3. Блин, было бы круто. Но почему-то вот весной не ловил крупных. Давно, да, бывало, и на 4 мы ловили. Но в последнее время в основном все вот или зимой, или под осень крупный налим попадался. А весной вот и в основном такие. Но в количестве. Ладно. Балдею. Донки прям все на ладони, ребята. Вот так. Все рядышком. Каждый звоночек будет слышно. Бобер, ребята, бобер. Брат, ты куда, брат? Брат! Брат! А, просто нырнул. Блин, откуда-то отсюда выпал. Охренеть. Я смотрю, думал, коряга что ли прет. Нет, бобрище. Блин, думал испугаю его, хвостом бомбанет. Да. Ну, тут сидишь, блин. Дичь плавает под носом. Темнеет, ребятки. Костер надо разводить. Когда-то вообще было, сижу тоже. По налиму тоже весна. И что-то так, смотрю, вдоль поднимается. Прям вдоль берега фигачит. Он, скорее всего, с той заводи выпал. И прям вот так я ничего не шевелюсь, держу его на камере. Где-то когда-то ролик был. И он прям ко мне вот так в упор подплыл. Я потом бам, он бабам. Бобры. Бобриная струя, ребята. Ценный продукт. Хорошее лекарство. Ничего себе. Улов, ребята. Старая ракушка. Ракушник. Раньше в детстве, блин, пацанами купались. Нажарим, блин, соль возьмем с собой. Нажарим. На костре и рубаем. Блин. Вот так вот, да, было дело. Чё? Подбиваю, ребят, поводочки. Подбиваем поводочки.
Уже ждем, ребят, капитально. Первый не считается. Они бывают, с вечера попадаются такие разведчики. Ну, самый пик, по идее, вот сейчас в 9 часов до 11 рыбачим. Опа. Огонь. Ну вот, ребят, прошелся по донкам 9 часов. Сегодня проиграл, короче, блин, по рубанку. Телефон, короче, поставил на зарядку. Севший полностью был. А я обычно с двумя езжу. А этот, короче, у меня, смотрю, не заряженный. И я обычно сейчас ввожу такие переносное такое освещение, ну, в палаточное такой. Ну, многие видели уже. Обычно так сбоку ставлю. Короче, нечем подключиться. Ну и ладно. Арматек, друзья, не подведет, всегда выручает. Просто особо не поляну не посветить, конечно. Я обычно ставлю прожектор вот этот и сижу, кайфую. Ну да ладно. Значит, без фонарика. Ну, с дровами. С дровами. Че, все, ребята, весь во внимание. Начинаем. Главное, чтобы звоночек был. В принципе, все нормально. Сейчас эту доночку укоротил, точнее удлинил эту укоротил, не должны цепляться. В яме зацепа нету. 3 в кустах тянет, прям все возле берега, но под утро может ясь. В общем, у нас получается 4 донки, ребят, которые должны сработать по налиму. Я так думаю. Я думаю, в яме должен быть звонок в любом случае. Так что все, рыбалка началась. Кулики, ребята, прилетели. Вон, смотрите, сидит какой красавчик. О, полетел. Двенадцать, ребята, 12 ночи. Переходим в 10 мая. Сегодня, ребятки, проиграли. Вода, страшное дело, падает просто. Вот сколько вот сейчас я... Ну, за 5 часов она упала, блин, на сантиметров 15, наверное. Ну, сантиметров 10 точно. Вот это да. Идет спад воды и налим молчит. Тоже, вот видите, ребят, такие моменты. Река небольшая, соответственно, очень сильно влияет. Куда-то забился налим. Его здесь точно, он не может здесь не быть. Это место лайтовое, проверенное. Ну, вот как-то так. Видать, тоже влияет спад воды. Но это всегда так было. Вода падает, вода прибывает. Вот эти моменты тоже, они сильно, конечно, влияют. Опа. Вот это что такое сейчас было? Непонятно. Соответственно, друзья, когда на реке часто это замечаешь, ну, должна быть какая-то стабильность. Не знаю, сейчас какой-то звоночек был. Вот здесь тянет, сильно тянет, соответственно, скорее всего, опять же, это трава просто. Донку натягивает, потом ее стаскивает, и она дает звон. 12 ночь. Вот эти донки просто тащит капитально. Все-таки надеялся на яму.
Ну, походу из-за воды. Она просто жестко, ребята, падает, смотрите. Вот здесь еще вода была вечером. Сейчас уже ее нету. Так, ладно. 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 Так, нож обязательно с собой. Коврик. Жилет под голову. Спальничек. Спальничек огонь. Так он спальник. Спать да спать только. Так, в целом все. Залажу, запаковываюсь. Ну все, все, ребят. Завалился в свою укромную, уютную палаточку. Время час. Не стал я сидеть до рассвета, бодаться. Если бы он выскочил, он выскочил. Ну а так в целом перезабросил донки, завязал лодку. Сейчас, ребята, с этим расчетом все в порядке. Костерочек пускай шает. Все, палатки. Нож обязательно, ребята. Ну, так, знаете, потому что когда в такой маленькой палатке, когда ты залазишь в спальник, ты себя замуровываешь, ты себя сковываешь. И на крайняк не для того, чтобы как бы там обезопасить, что ли, себя. Ты просто можешь как-то, я не знаю, просто палатку разрезать, и ты максимально быстро можешь выскочить. Вот что-то как-то вот для этого, наверное, в большей степени. Но если зазвенит, ребята, здесь все на ладони, выскочить недолго. Ну и налим такая рыба, если хапанет, то хапанет, заглотит, так никуда не денется. Короче, полежу еще, почитаю книжку. Не будет лень, выйду, еще перезаброшу. Трава все равно нет-нет попадается, набивает, надо чистить. Ну а так, в целом, нормал. Погода шикар, 8 градусов, вообще штиль полнейший. Речка бурлит только, бобры плавают. Ну, спад воды жесткий спад воды. Наверное, скорее всего, что-то капризничает. Ну ничего. Так что, друзья, если что-то будет, то выбегаем, подсекаем. А если нет, то отдыхаем. Надо все равно высыпаться. Я высыпаюсь на природе, ребята, лучше, чем дома, поверьте. Зона комфорта, вот. Моя зона комфорта. Впереди серьезная экспедиция, нужно силы. Плюс надо дома делов много поделать. Парники, грядки. У нас вроде как тепло пошло, наконец-то. Так что давайте, друзья, до утра, до рассвета. Доброе утро, страна.
Вот это поспал. Огонь. Время у нас 6 утра. Ну, с 2 часов получается. 4 часика. Хорошо покемарил. А сейчас просто вылез, ребята, уже солнышко пригревает в палатке, и в палатке тепло. Короче, не выходил, ребята, я плохо засыпал, думаю выйти, уже смотрю, уже светать начало. А что-то никто ничего не звенело, ничего. Я, короче, не пошел никуда. Что-то с одного бока на второй бок, и в конце я уснул. Ну, спал хорошо, отлично. Я говорю, уже чувствую, что жарко, спальник уже расстегнулся. В палатке уже так нагрелось. Солнышко. Ну что, проверим сейчас, ребят, не знаю, посмотрим. Еще, наверное, я насажусь по одному червю, потому что сейчас утром ясь может. Хотя уже 6 утра, зорька уже, в принципе, в самом разгаре. Надо было пораньше, но ничего страшного. Ждал все-таки налима. Одна донка тут что-то интересно так дергается. Ну как дергает, что-то ее уводит. Или много травы намотала, или какая-то рыбейка. Сейчас поглядим. Водичка, ребята, упала. Посмотрите, насколько. Офигеть. Вода, конечно, рухнула, блин. Лодка аж подвисла, блин. Вода падает. Ладно, пройдемся, что посмотрим. Блин, здесь какой-то зацеп. Думаю, что там водит. На зацепе висит. Что-то нашла. Донка. Что-то донка нашла. Что-то донка, ребята, нашла. Да. Короче, рвать будем. Да. Будем рвать. Обидно, досадно. Так бывает. Ребята, это весна. Прошелся, друзья, по донкам. В общем, ничего интересного. На яме 2 зацепа, один с обрывом. Ну а там с травой жестко к берегу уносит. Там груза даже не держит. Но вода, друзья, падает. И вот именно по этому месту вот надо чуть-чуть с метра еще, чтобы упало. И вдоль кустов будет тропинка. И тогда здесь будет классная рыбалка. 100%. Вчера пробовал переставлять дальше, ближе. Ну, дальше я вот на 5 метров забросил и сразу на лим попался. Я думаю, ага, значит, попадаю туда, куда надо. Вода все-таки большая. Ну, нифига не сыграла. Мне кажется, что жестко вода падает с этим расчетом. Попал на жесткий спад, и рыба сейчас тоже где-то относительно думает по-своему. Но это чисто мое предположение. Здесь всегда был с налимом, вот с таким, правда, не крупным, но здесь он всегда был, 3-4 всегда здесь был результат, когда именно уже дает место. Но сегодня вот так. Ну ничего, посидим еще часик, побалдеем, солнышко. 6 утра, ребята, а солнце греет, он аж разделся. Даем вчерашние пельмени с чаем, нормально. Да. Но это интересно, когда ты живешь, когда ты двигаешься постоянно, и ты вот уже для себя какую-то информацию откладываешь. Вот спад воды, подъем воды. Вот, ну, не зря же как-то там старики там говорили, да, там учили, там, ну, вот, дают советы, правильно, опытные рыбаки. Но опыт же приходит именно вот во время процесса.
Да, можно начитаться книжек, насмотреться видео, но на своем опыте это не будет проверено, так как свой опыт, он есть свой опыт. И, соответственно, это откладывается. Каждая рыбалка откладывается, и у тебя уже есть большое понимание. Вода падает, лучше, допустим, посидеть дома. Но, опять же, по выходным у нас в стране так, мы не выбираем. Выходные погнали, неважно, дождь. Но в целом, как бы, вот, что-то такое, как бы, я для себя откладываю. Нормальная ночка, спокойно, без дождя. Так что прокатился, ничего страшного. Катаюсь на новой лодке, балдею. Ладно, что, посидим часик, будем сматываться. Собираю доночки, ребята. Лагерь практически собрал, остается только упаковаться. Ну, часик еще посидел. Яська так я и не услышал. Ну, рано, друзья, зеленка должна открыться, тогда вот ясь начнет. Должна там тропиночка быть. А тут еще в упор. Ну, за ночь, вот видите, друзья, я пилил вчера. Вот смотрите, насколько вода упала. Вообще, конечно, порядком. Потихоньку сматываюсь. К обеду дождь обещали. Так что задерживаться тоже смысла не вижу. Спокойно доедем до дома. И это в яме тишина. Опа. Ну что, друзья, все, подсобрался. Время 9 утра. Выезжаю. Вот такая рыбалка. Не получилось. Что-то не понравилось. Но я думаю, все-таки из-за спада воды рыба тоже живет природой. Она не может клевать постоянно. Есть свои нюансы, есть свои факторы. Фактор налицо. Вода падает. И это хорошо. Это значит, ребят, скоро начнется рыбалка. Все, я подсобрался. За мной, как всегда, друзья, чисто. Скамеечка. Вот эти дрова, которые высохнут, можно будет также топить. Но мы сюда еще вернемся, ребята. Когда вода упадет, мы здесь еще ночку отвоюем. Ладно, погода хмурится. Дождик небольшой обещают. Я домой. Давайте, друзья, всем хорошего настроения, как всегда. Здоровья. Увидимся. Я погнал. Что, кормилец? Погнали. Ладно, местечко. Спасибо за рыбалочку. Еще приедем.